Оперативные кадры, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке СОБР провели мероприятие в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом Карабулака. Оперативники по горячим следам задержали легковушку с вещдоком, но уроженец Грузии до последнего настаивал, что это пустые бутылки, предназначенные для лимонада. Что это? Лимонад. Ясно. В багажнике что у вас находится? Вот. То же самое, да? Спиртосодержащие жидкости ничего находится? Какой? Спиртосодержащие? Нет. Ничего такого нет. Но правоохранители оказались слишком настойчивыми и без приглашения ворвались в один из частных домов Карабулака. Здесь, как оказалось, развернули небольшой цех по подпольному производству вина и так называемой грузинской водки чачи. Чачи. Грузинская, да? Без акциза чачи. Так, сколько тут? Сейчас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хлебное вино, но есть одно «но», вернее, несколько. Хмельную продукцию изготавливали в условиях полной антисанитарии, причем добавляли туда непонятные вещества. Вполне вероятно, что многие из тех, кто успел потребить эту продукцию, всерьез подпортили собственное здоровье. Такое зелье может и убить. Вот в эти вот 7 коробках, ящиков. Что это такое? А какой? Вот это, например? Да. Это не вино, это, знаете, да. Раскроем. Это, как оно называется? Я это не могу понять. Юпи? Не, знаешь, который вот это, почту делает. Вина не будет. Оперативники провели тщательный обыск, обнаружили различные сиропы под названиями коньяк и Изабелла, пищевые красители. Задержанный долго настаивал, что все это для производства тортов, а не вина. Это что? Это коньяк? Сироп коньяк. Что это? Пищевой. Аморзатор. Вот, для чего? Тортик, как ты делаешь, тортик. Вот коньяком? Да, обязательно. Вот дальше что там? Пусть прозрачно. Какой? Вот это? Не, вот это что? Это Изабелла. Изабелла этого тоже, который тортик, надо, как это, вкус. У тебя здесь вино или торты? Я говорю, кондитерский цех есть в Чечне. Как бы там ни было, свою вину виноделы не признавали до последнего. Ничего противозаконного, на их взгляд, они не совершали, просто производили для себя. Я вам объясняю, это домашнее вино. Домашнее вино. У меня водка нету, спирта нету, коньяки нету. Это домашнее вино, которое я из Грузии получаю и привезу. А домашним вином, если нельзя продавать и купить и выпить, это уже не знаю. Потому что 12 градусов. Вот данное вино вы реализовывали в продуктовых магазинах на территории города Карабулак. Была произведена проверочная закупка, где покупалось ваше вино. И произведена экспертиза. Вы поясните, что находится в помещении? Что находится? Вот это домашний вино. Вот домашний вино. Вот эта бочка что? Бочка для чего? Да, пустой. Вино заливаю отсюда. Зачем туда заливаешь вино? Через фильтр. Зачем? Вот. Что чистое натуральное вино. Ты натуральное вино приносишь через фильтр пропускаешь? Да, обязательно. Вино надо через фильтр. Если фильтр нету, да. В этом помещении что находится? Какой? Вот в этом помещении. Это который... Вот здесь что находится в пакете? Это пробка. То есть вот пробки вы для чего используете? Вот вы готовите, разливаете, закрываете. Нет. Реализация нелегально произведенной продукции, опасной для жизни и здоровья людей, осуществлялась через ряд продуктовых магазинов в республике. Были случаи отравления этим алкогольным продуктом неизвестного происхождения местными жителями. Ну и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранительными органами Республики Ингушетия пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей производство контрафактной алкогольной продукции в одном из частных домовладений города Карабулак. Контрафактная алкогольная продукция производилась в нарушение требований ГОСТ в условиях антисанитарии путем смешивания технической воды из-под крана, то, что у нас идет, воды, этилового спирта, красителей, ароматизаторов, ну и иных компонентов, которые не требуются для производства вина. Проведенным исследованием, а также экспертизой установлено, что реализованная участниками организованной преступной группы продукция, то бишь вино,
является опасной для жизни и здоровья потребителей. Старый Кёнигсберг, Алазамская долина, Колхетти, фирменные этикетки как пыль в глаза. Навряд ли бы потребители поняли, что покупают паленку. Причем есть и бутылки в, так скажем, эксклюзивных обвертках. Также оперативники нашли и изъяли оборудование для производства и разлива контрафактной продукции и предметы фурнитуры для закупорки тары. Удалось поймать с поличным, задержано, изъято все оборудование, имеется в виду это бочка, фильтры, компоненты, соли. То есть, если на видео мы это все видим, то есть видно, в каких условиях это все делается и что потреблялось нашими людьми. То есть, если даже мы по видео можем понять, что никакого качественного продукта в этом помещении априори быть не может. Были установлены лица. Лица эти являются иностранными гражданами, двое из них, в отношении которых избрана мера пресечения арест. И в отношении третьего участника группы, это житель соседней республики, в отношении него избрана мера пресечения домашний арест. В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело, предусмотрено статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всего у горе-производителя изъяли более 130 литров горячительных напитков. Правоохранители сейчас проверяют причастность других лиц в нелегальной деятельности. Нелегальные виноделы задержаны. Против них правоохранители собрали целую папку доказательств. Поэтому избежать наказания точно не получится. Тем более, когда речь заходит о контрафактной продукции, которая опасна для жизни. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Магомед Даскиев. Новости 24.